Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях человек знаковый во всех смыслах. Это известный ученый, писатель, общественный политический деятель. Он часто бывал неудобен власти, это при том, что сам занимал высокие посты. Нужно его долго еще представлять, но я лучше его назову. У нас в гостях сегодня Станислав Лакоба. Здравствуйте. Привет, присаживайтесь. Станислав Зосимович, вы очень имеете много книг и публикаций о нашей истории в 20 веке, об абхазской истории 20 века, и там очень четко прослеживается цикличность. Такой десятилетний цикл, где-то он плюс-минус был другой. Но есть еще цикличность, может, более глобальная вообще, которая касается абхазской государственности вообще. Что сейчас у нас? Тоже какой-то очередной кризис был, и опять прошло какой-то ровно 10 лет с 2004 года. Это случайность вообще или это мистика какая-то? Как вы оцениваете? Я думаю, что это все вместе. И такой момент мистический, я думаю, тоже присутствует, хотя об этом сейчас не хотелось бы говорить подробно. Но, в принципе, это все объяснимо, потому что известные русские ученый Чижевский, он в свое время выдвинул такую теорию, вы знаете, и даже была у него такая работа очень интересная, она вышла где-то в 20-е годы, я помню, на такой папиросной бумаге даже была издана, влияние космического фактора на исторический процесс. И там цикличность 10-11 лет в соответствии с солнечным циклом. Есть минимальный, есть максимальный цикл. И в свое время были работы относительно того, что и в Абхазии совершенно четко соблюдается эта, так сказать, цикличность 10-11 лет. Но можно даже говорить, 67-й год, 78-й, 89-й. Потом война нарушила, был такой сдвиг. У нас сложное время было в 2004 году, сейчас новый пик, конечно, 2010, 2014, я думаю, 2015 год для нас может быть тоже такими неспокойными годами. Это нужно учитывать, особенно и нашим людям, в нашем обществе. Но если говорить о мистике, конечно, можно говорить и о совпадении. На Лыхненской поляне, вы знаете, на Лыхна, что это древнее святилище абхазское. Когда были события, в самый разгар событий, как говорят, молния якобы попала в эту тысячелетнюю липу, она раскололась. Но я недавно проезжал, был в Лыхне, смотрел, и меня просто поразило, насколько такие свежие молодые побеги взметнулись вверх, причем очень быстро и очень так стремительно, на самом деле, как какой-то символ, видимо, обновления, очищения, я думаю, от всего того, что у нас происходило, к сожалению, в последние годы. А вообще мы из этих кризисов, они нам... Выходили мы какими? То есть эти кризисы накапливалось что-то, и мы на новый этап выходили? Или как-то это кризисы, которые загоняли нас, допустим, куда-то? Я хочу сказать, если речь идет, допустим, о 90-м годе, 89-м годе, очень тяжелые годы были, 91-й, 92-й, естественно, был период, хотя была война, но это было очищение определенное, понимаете, и в смысле нашего государства, общественной мысли, если можно так сказать. Вообще нашей истории. Да, и университет открыли, телевидение. Вообще это какая-то некая, вроде бы взрыв такой происходит, потом опять какое-то самоуспокоение происходит и накапливается, наверное, какая-то отрицательная энергия, чтобы опять вновь как вулкан проснуться. То есть, может быть, это, наверное, дело в нас, что мы как сейчас, мы просыпаемся все время более активными, становимся в момент выборов президентских, потом выборы заканчиваются, мы раз, и каждый занялся своими какими-то делами, у нас все как-то накапливается это отрицательное.
Но это есть, конечно. Есть, вы знаете, люди-пассионарии, есть народы-пассионарии. Абхазцы совершенно очевидно, это пассионарный народ, конечно. Есть у него и взлеты, и спады, и не хочу говорить и падения. Исторически это было, вот о чем говорил Ибрагим. Это было на скажем, период Абхазского царства, и вдруг Феодосий слепой, бездетный, сплошные, можно сказать, неудачи, власть переходит совершенно как бы другим людям, хотя абхазская династия, она продолжается, но это уже нечто было иное, понимаете, и вот самое опасное – это внутренние дрязги, когда начинались внутренние дрязги, неурядицы, междоусобицы, они приводили, конечно, к очень печальным результатам. Но всегда Абхазия, и не только, видимо, Абхазия, это характерно и для других народов. В случае внешней опасности очень сильно консолидировался народ. Забывали буквально обо всем. И сейчас то, что происходит у нас, тоже можно сказать, что у нас некоторое умиротворение, упоение такое, знаете, вот что изменилась внешнеполитическая ситуация после 2008 года, и усилились, естественно, внутренние, так сказать, неурядицы. В этом есть большая опасность того, что мы можем не заметить той ситуации, которая и обстановки к нам подкрадывается уже внешнеполитическая. Она, конечно, изменилась, особенно вот за последнее время в силу известных событий. А вот какие самые главные события, если вот перечислить, какие самые главные факторы такие вот внешнеполитические, как вот, которые вот за последний год? Но они на слуху, понятно, Крым, и там, может, на Ближнем Востоке что-то изменилось, там в районе Ирака. Как это нас касается? Ну, нас это касается, потому что мы имеем к этому непосредственное отношение, потому что есть такое понятие персидского энергетического эллипса, и как раз мы примыкаем к нему. Он занимает обширную территорию, именно ту территорию, где на протяжении уже довольно длительного времени идет война. Это Ирак, это Иран входит туда, это Сирия, это Турция, это часть Закавказья, и мы в том числе, так как мы примыкаем. Энергетический эллипс, потому что там огромные залежи и нефти, и газа, транзиты, естественно, из-за транзита идет как раз эта борьба. Если, вот, допустим, в свое время борьба шла за проливы, за, там, скажем, коммуникации, такие как железная дорога, вот, то сейчас борьба идет по линиям нефти, газопроводов. Вот что происходит сегодня и на Украине, скажем, в силу известных событий. Сейчас я не буду говорить подробно. Но к геополитической теме чуть позже вернемся. Ну, коль речь зашла цикличность и как бы Абхазии, я бы уже в этом контексте, наверное, затронул, вот, есть такая прослеживается некая цикличность и в вашей биографии, то есть вот Станислав Лакоба, он всегда был нужен всем президентам. То есть он был нужен первому, второму, третьему, и потом он все время уходил в отставку. Вообще, какова природа власти? Может ли она быть нравственной? Есть ли место в этой власти интеллигенту? Ну и природа конфликта, да, собственно говоря, и природа конфликта вообще. Если он был. Да. Ну, я думаю, что по большому счету это невозможно, конечно. Вот. И ну, я не хочу сказать, что там чем-то отличаюсь от других. Нормальные люди, просто природа власти сама по себе такова, что там остается мало места для человека. Может быть, один из таких примеров уникальных, хотя всех подробностей мы можем не знать, но то, что на слуху, это Вацлав Гавел, допустим, который ушел и не держался за власть, и то потому что это человек... Тоже. Писатель, да. Но все же Валенса это другого плана человек, а Гавел это совершенно другая фигура, и вот относительно того, что, Инал, ты сказал, вот, ну, в принципе, с Владиславом Ардзинбо у меня были нормальные отношения, более того, мы были очень близки. Я не уходил, просто мы ушли, когда закончился наш депутатский срок, я ушел вместе со всеми. С 91 по 96 год. Потом меня, в принципе, нигде не было, но мы с ним поддерживали отношения очень тесные до определенного времени, конечно. Но потом, вы знаете, в силу там разных обстоятельств. И были, естественно, доброжелатели некоторые. Вот.
А то, что касается вот других президентов, о которых мы говорим, ну, это нечто уже другое. Да, честно говоря, даже уже не хочу говорить на эту тему подробно, потому что никак нельзя сравнивать, понимаете. Если говорить вот честно и открыто говорить, то Владислав это был человек из другой среды, научной, ученой среды. Он был очень тонкий человек, духовный человек. Вот, чего, к сожалению, нельзя сказать вот, ну, о многих других, не только о наших президентах, а вообще. Но если говорить вот о последнем уходе, может, все-таки остановимся, потому что эти разговоры вот, все равно до сих пор ведутся о майских событиях. Ему предшествовала очень такая знаковая вот, отставка именно вас была. Или вы не хотите говорить? Почему? На эту тему нужно говорить, тем более, что, пожалуй, последней каплей было именно то, что вот произошло с паспортами, хотя многие говорят, что вот-вот, паспортизация, но, знаете, это лакмусовая бумага. Мы ведь продавали, извините меня, не только наши паспорта, с паспортами, которые мы продавали гражданам Грузии, мы продавали и свое государство. У нас люди не могут понять простую истину. А для чего же это было все? 26 тысяч, когда мы говорим, а на самом деле ведь гораздо больше, потому что есть паспорта, выданные, где вообще нет ни одного документа, в пакете документов изначальных. Просто выдавали на руки, получали, извините меня, определенные деньги и все. И это, конечно, происходило с 2009 года и раньше. Вот я помню, в 2009 году я ушел в связи с этим же, в августе, и тогда вот давал я интервью на Чегемской правде, это было опубликовано. И, кстати, вот Рауль Хаджимба тоже ушел вот, в мае месяце, я ушел в августе. Вот, и тогда тоже сложилась такая, в общем-то, обстановка, в которой я не мог оставаться, потому что это было против вообще и здравого смысла, и совести моей, и против всего того, за что вообще боролся народ вот, все эти годы. И пережитая война, и жертвы, и погибшие. Неужели все это можно было взять так и перечеркнуть очень легко? Вот. Я знаю совершенно точно, что Владислав Арзинба никогда на это не пошел бы. Никогда. Это все равно, что, скажем, в России 26 миллионов, там, скажем, в пограничном государстве кто-то возьмет там российское гражданство и при этом останется гражданином Китая, скажем, или еще какой-нибудь страны. Вот такая для нас огромная цифра, которая представляет национальную угрозу для нашей безопасности, это совершенно очевидно. И многие люди молчали, наши общественные деятели, наши интеллигенты, наши, извините, писатели, поэты, наше гражданское общество, которое многие из них открыто поддерживали и делали вид, что ничего такого не происходит. На мой взгляд, это была самая настоящая катастрофа, к чему мы шли. И сегодня мы бы это почувствовали уже во 100 крат больше, чем это происходит. Не понимать этого сегодня и размениваться на какие-то сиюминутные интересы, меркантильные, я не знаю, это, наверное, надо быть манкуртами, как писал когда-то Чингис Айтматов, просто потерять память. А прошло-то всего, извините меня, 20 лет. Ну как это вообще возможно? Ведь многие люди, допустим, молодые люди, они дезориентированы, они ведь не знают, что было, почему произошла тогда война, что случилось, в каком колониальном положении находились абхазы. Это сейчас спокойно можно ходить, говорить на абхазском языке в городе, причем очень громко. А я не помню, например, в Сухуми ситуация была совсем другая, потому что я коренной сухумец, я помню, что происходило. Вот. И я только в 1967 году, когда были первые выступления, я почувствовал на самом деле, что вот я абхазец, потому что даже в школе пошли какие-то непонятные вещи, понимаете, раскол, вот, а что, абхазцев было очень мало, тем более я же не в 10-й школе учился, а в другой, но благодаря тому, что хорошо играл в футбол и было много друзей, как-то совершенно по-другому все. Но я вот в 1967 году я совершенно точно осознал, это для меня был водораздел. Вообще в чем проблема, наверное? Это же не только там паспортная тема. У нас очень много какие-то устои, нравственные устои государства, они за последние годы очень сильно размылись.
И мне кажется, вот раньше таких каких-то были строго какие-то табуированные вещи, которые себе там, допустим, чиновник, не то что чиновник, обычный гражданин, который там не имеет там к госслужбе отношения, себе позволял. А сегодня мне такое кажется, что вот каких-то табуированных тем нету. Все можно вроде бы там. То есть и никто тебя не накажет. Наверное, как бы стыдно быть бедным, но не стыдно быть богатым, и, в принципе, без разницы, каким образом ты заработал. Может быть, нам действительно мы что-то упустили вообще? Хотя у меня проблема с абхазским языком, но есть такое понятие у абхазцев цасым, да, говорят. Вот это как раз, мне кажется, очень многие люди потеряли это чувство. И были какие-то темы, которых не касались, они были запретными. И причем все понимали с полуслова, потому что абхазцы очень тонкий народ. Абхазцы говорят намеками, и потому очень сложно понять на самом деле абхазцев, особенно там европейцу и еще кому-то. Если будешь понимать в лоб все, что говорит абхазец, это вообще будет полная катастрофа. Но, может быть, благодаря именно этому качеству мы и выжили, и на протяжении тысячелетий пронесли вот этот свой необычный менталитет, который нас отличает и от многих кавказцев, и, я думаю, отличает и от европейцев, и не говоря уже о других, в общем-то, народах. Но я думаю, что в эпоху глобализации, в эпоху такой телевидения спутникового и так далее, очень многое, конечно, меняется в мире, и абхазцы тоже подвержены, к сожалению, вот этой коррозии. Это без всякого сомнения. Но чувствуется, вот можно сказать, что, к сожалению, деньги начинают играть очень большую роль. Вот. Очень, конечно, обидно слышать, когда вот говорят, что появляются в неком селе там люди, вечером там раздают деньги, а на утром на ура принимают какого-то кандидата в президенты. Это вообще катастрофа. Это никогда не было характерно для абхазцев. Правда, я не знаю, как эти абхазцы потом поведут себя, это нам тоже хорошо известно, потому что они могут, но это одним словом не красят. Вот. Но у нас вообще стала политика, мне кажется, слишком в этом плане такое... Приземленная, да, и ну, вот, мне кажется, все воспринимают это вполне таким естественным явлением. То есть не имеешь денег, куда суешься, называется, да, то есть ты должен как бы набрать неизвестно откуда там фонд этот себе, денег, и потом уже чем больше денег, тем больше, значит, возможностей. Вот что надо сделать вообще, чтобы вот как-то вот эту психологию изменить? Потому что если проследить динамику изменений там политической элиты абхазской, можно заметить, что теперь там вообще нет места ни одному интеллигенту. То есть все откуда-то такие-то люди приходят, не поймешь, они как-то сразу в политику впадают, да, то есть нет вот каких-то таких вот по лестнице, чтобы шли под какой-то, то есть чтобы они были вообще как-то, может быть, там, на уровне там районов, там потом вот как-то парламент и так далее. Сейчас у нас вот как-то очень все упрощенно стало. Применимые, да? Вот обычные методы восхождения в карьере политической, в том числе в больших обществах и в маленьких. Вообще у нас маленькое общество, это свои феномены какие-то там существуют. Вот как нам вот это успевать догонять цивилизации, вот эти риски, и угрозы и возможности в том числе? Ну, я думаю, что все это очень сложно, конечно, как бы вот однозначно сказать об этом. Я могу сказать, что вот после войны, я помню, очень многие люди, допустим, вот на Сухумском рынке, кого я встречал, очень многие интеллигентные, простые люди, ну, как в каком плане простые, то, что они были очень чистыми, нормальными людьми, вот, и они оказались за прилавками вынуждены. И я как-то обратил внимание, что практически все люди с высшим образованием, чтобы выжить как-то, нанимались на какие-то работы, черные работы, потом вынуждены были заниматься какой-то мелкой торговлей розничной, чтобы заработать себе просто на жизнь выжить. И в то же время я видел торговцев, лавочников, которые были раньше таковыми, они были уже в роли хозяев, вроде покупателей у этих людей. И, наверное, вот в этот период перелома такого послевоенного очень много произошло. Произошло, что переоценка ценностей. И вообще ценности стали другие, понимаете? Началось, можно сказать,
приветствовали, например, если человек много каким путем заработал деньги или там украл что-то или еще что-то сделал, и человек, естественно, покупал себе какую-то машину, в общем, какие-то внешние такие факторы были эффектные. Все молодежь тоже как бы старалась к этому подтянуться. А, допустим, учителя, там, писатели и так далее, они вообще как бы стали не нужны. Показалось некоторым, что это не нужно все. Вот так же, как вывозили металл и древесину после войны, помните, сырье вынуждены были тебе. Вот то же самое произошло и здесь. Очень многие наши люди вынуждены были уехать, они уехали. Я имею в виду, можно сказать, элита тоже, абхазская элита. Ну, не только абхазы же жили в Абхазии, я не хочу уже более подробно говорить о других людях, которые перенесли большие страдания. Это и русские, и армяне, и греки. Общество многонациональное всегда было. Да, многонациональное общество, этим оно всегда отличалось и было в этом плане очень богато. И сам город Сухум вообще был какой-то космополитичный. Я много раз говорил об этом, что Сухум вообще был Порту-Франко. Он был свободным, торговым, открытым городом. Здесь были граждане очень многих государств. Но, к сожалению, вот понятие советской интеллигенции и вот когда у нас очень много говорилось об интеллигенции, но на поверку оказалось так, что их очень мало. Буквально вот несколько человек. Те, кто отвечают на самом деле этому предназначению. За алтарь нации, нравственный алтарь нации, так если сказать. Ну, можно сказать, да. Но, может быть, человек не интеллигент, но очень достойный крестьянин, абхазец, очень достойный, достойный человек. Это абсолютно не обязательно, что совет старейшин должен возглавлять обязательно партийный работник или советский, или кто-то. Извините меня. Я вот вспоминаю, как описывала Мария Шагинян, например, первые годы советской власти в Азюбже. Это поразительно было. Шло, как она пишет, большое собрание коммунистов, большевиков. Вот. Ну, все сидели там. И в это время вошел старик. Все стали, начали здороваться со стариком, не обращая внимания на выступавшего агитатора. Но это тогда потрясало всех. Вот, к сожалению, мы этот институт тоже утеряли. Вот потому все проблемы. У нас не стало нормальных стариков, я извиняюсь, старейшин, а мы сами этому способствовали. Когда стали там таким образом себя вести, что они стали там танцевать, там петь. Ну, я понимаю, когда он поет для себя или танцует. Но в этом плане их тоже испортили. Стали за границу возить, там показывать все эти выступления их. Ну, столетний старик, когда танцует, может быть, это не вполне естественно. Он может в каком-то кругу, в абхазском быту, там, скажем, это сделать. В сакральном контексте, так сказать. Ну, конечно, но не так, чтобы на сцену. Это же как-то все развращало, понимаете. Но мне кажется, очень много здесь есть моментов, о которых можно говорить. Но что же на самом деле произошло и случилось с народом? Вот. Ну, произошло что? Происходит все равно какое-то развитие, движение вперед. Вот 50-е, 60-е годы, я помню, вообще абхазцы как-то к товарно-денежным отношениям относились очень, с пренебрежением. Не дай бог что-то купить, это масса описаний есть, когда приезжали что-то купить, они дарили, но ни за что оскорблялись этому. 50-е или 60-е годы даже постановление было партийных органов о том, чтобы привлекать женщин, лиц абхазской национальности, чтобы они торговали в магазинах и так далее. Ну, спекулянтов практически не было. Это вот период первоначального накопления капитала. Просто у одних народов это раньше произошло гораздо, у нас позже произошло. Потому что, мы на самом деле осколок очень архаичный, древний очень осколок, о чем и Стражев писал, и другие исследователи. Искандер хорошо очень писал о том, как патриархальный уклад и быт, и вообще система ценностей вот начала меняться в 70-х, 60-х. Он как раз там где-то границы это проводил. Если вот прочитать генеалогию морали Ницше, то можно увидеть, что абхазы – это дохристианский народ, конечно. И философия, психология, менталитет совершенно другой. Вот у Виктора Стражева, русского поэта, который жил здесь, археолог, историк, есть очень интересные вещи. И описания есть такие, где вот
представители других народов удивляются, что вот абхазец нет, вот последний готов отдать, а так совершенно не приспособлены к торговле, к каким-то операциям и все такое. Там даже есть интересное у него описание. Он слышит, описывает, что где-то рядом идет застолье и говорит: вот интересный народ, вот стрельцы народ, как выпил, так и пуляет, так и пуляет. Хмель, что ли, у него пулей выходит. Ну, на это обращали очень многие внимание, и этнографы, и писатели. И потому Абхазия была всегда интересна, если взять, допустим. Она катастрофически это уходит. Ну, возьмите 20-е, 30-е годы. Кто приезжал? Андрей Белый, Паустовский, Мандельштам, Каменский, Василий. Потом очень вся элита, по сути дела, была здесь. И с каким Бабель интересом? был здесь, да. Бабель писал очерки, великолепные, прекрасные работы писал. И Мандельштам тот же был. да, Мандельштам, да, я говорю, он жил как раз вот здесь какое-то время и написал прекрасные вещи. Вот, и, между прочим, некоторые свои вещи как раз-то в Синопе, где сейчас располагается физико-технический институт, Булгаков писал свои вещи здесь. Но мы немножко отвлеклись, мне кажется, на это. Вы знаете, может, опять хотели вернуться, тем более вы несколько раз занимали пост секретаря Совета Безопасности, и поэтому такой вопрос вот именно в этом контексте этой профессии, этой должности. Вот какова сейчас безопасность вокруг Абхазии? Безопасность в связи с майскими событиями, предвыборными, вот такой состояние. Кто-то называет двоевластием это. Вообще хотел бы чуть-чуть уточнить, Ибрагим, извини, я бы хотел бы чуть-чуть уточнить этот вопрос, потому что до сих пор вот сейчас пошла новая волна. Вроде бы выборная кампания идет, тем не менее, как бы новая волна пошла от того, что же произошло 27 мая. То есть одни говорят, это там переворот, там уголовный кодекс и так далее, другие говорят, это вот народовластие, да, то есть это вот народный импичмент, да, совершенно другое, да, совершенно другие противоположные суждения. Вообще, что, на ваш взгляд, вообще произошло? Как воспринимать то, что... Я считаю, что естественно произошло все. То, что произошло, слава Богу, произошло естественно. Произошло как можно, если можно так сказать, что это, пожалуй, лучший вариант был из того, что могло произойти. И просто власти довели до такого состояния. И именно власти довели до такого состояния. И ответственный был тот человек, который назывался президентом. У него был великолепный шанс вообще проявить себя. Но, к сожалению, он подтвердил самые худшие опасения, которые существовали. Этот человек целенаправленно шел непонятно куда. Вот, не хочется сейчас говорить и уходить далеко в дебри, но, по сути дела, он пытался ревизовать буквально все. Я говорил, паспортизация – это не просто паспорт, это не просто гражданство. Это, по сути дела, было начало государственного переворота. То, чем занимались тогда и на что не обращали внимания. Я неоднократно выступал и говорил и в Совете Безопасности, и не вдаваясь в подробности, я никогда не забуду и мои сотрудники, которые ушли вместе со мной, вернее, я ушел по указу, они ушли в знак протеста. Это Аджинджал Алексей Жигович, это молодой человек, юрист, старший референт Гудис Ародикович Мамацев, которые были не согласны с такой позицией. Они ушли по идейным соображениям, потому что воочию видели, какая угроза стоит перед Абхазией. И, в общем, это никак нельзя назвать случайностью, понимаете? Это вообще, мне кажется, это просто катастрофично было. Для меня, как историка, я понимал, что мы идем просто к катастрофе. Но я пытался на протяжении долгого времени, пока это не вышло в парламент, не вышло там, как бы из... На митинги и так далее. Ну, на митинге это потом выплеснулось. Да. Но я, между прочим, предупреждал об этом. И на заседании Совета Безопасности 30 апреля... Это с 2012 года фактически. Это с 2012 года, с июля месяца. Но потом раскачивалось это до 30 апреля. 13 уже было 13 года, да. Вот. Потому что как в 2009 году, вы помните, этот процесс был приостановлен, паспортизация. Да, тоже митинг был тогда. Вы помните события в парламенте, вот
Лашечка, Да, в августе, кажется. вот, который очень, кстати, переживал и очень четко понимал, что происходит, и, к сожалению, человека сегодня нет в живых. Я думаю, что немалую роль в его судьбе как раз эти обстоятельства сыграли. Он потерял, вы знаете, всех на войне, и брата, и отца, и сам был израненный человек. И, естественно, меня удивляют другие, которые делают вид, что они ничего не понимают. К чему мы можем прийти? Ну да, сегодня, сиюминутно у тебя что-то есть, а что у тебя будет завтра? Такой исторический эгоизм я называю, когда мы за себя думаем, а не думаем за поколение будущее. Просто попадет в зависимость, народ попадет опять в зависимость. Вот о чем речь идет. Абхазцы, казалось бы, всегда были против этого. Вот и проблема. То, что абхазцы с большим трудом, с неимоверными какими-то усилиями добивались независимости государственности исторически, а потом же также по своей безалаберности все теряли. Именно по безалаберности, понимаете? Ну, поэтому, наверное, и вот эта цикличность происходила 10 лет. И мы где-то отыгрывали в начале, а потом уже к концу десятилетия мы опять как-то возвращались на исходную позицию. Говорят, в мифах тоже генокод нации тоже как-то заложен. Это вот Абраскил как раз яркий пример тому. Вот я хотел сказать в связи с тем, что вы говорите. Вот 30 апреля я очень хорошо помню, потому что, в принципе, мои сотрудники там молчали, но я был один там. Вот. Ну, все, кто были, выступали, естественно, старались понравится, там кое-кому, ну, кое-кто молчал, как Молчалин. Молчалиных было немало. Это там. На Совете Безопасности. Да, Молчалиных было немало. Вот здесь по-разному можно было их позицию понять. То ли они не согласны с президентом, то ли они не согласны с паспортизацией, понимаете? Но я сказал там одну фразу в конце, что я как историк знаю просто к чему все это приведет. Вот. И я сейчас здесь один. И вот дословно я сказал, я сейчас здесь один, а вас много. Но завтра, если это выйдет на улицу, вы будете в меньшинстве. Так и получилось. И вот когда сегодня говорят двоевластие, кто-то говорит, там не весь народ был. Но извините меня, более 20 тысяч, где-то порядка 25 тысяч в итоге пришло туда. Это практически весь наш народ. Если взять по там, семьям, по близким и так далее, то это очень много. А чего ж эти люди не пришли, не защитили тогда своего президента? Где-то 1000-2000 человек не могли собрать. Пришли только чиновники, которые были коррумпированы, которые были пригреты, и они, по сути дела, пытались там, где-то просто стояли, даже по большому счету, они же сразу, в общем-то, отвернулись и ушли. Но никого не мог человек собрать. Ну как, мы же все хорошо знаем, как все это закончилось. Вот. Относительно мирно, все остались, все работают. Вот. Мои сотрудники, они как бы... Ожидаемых репрессий не случилось. Репрессий никаких нет. Более того, никто не хочет уйти, даже кому там что-то предложили, они так возмущенно говорили, как это так. То есть они вцепились в эти кресла и не хотят уходить. Вот что анекдотично вообще. А вообще сама по себе вот власть, вот о которой мы говорим, ну я не знаю, я как-то даже сказал об этом открыто, и было это в печати. Власть клептократии и плутократии, понимаете? Вот такое чувство, что приходят мошенники, которые хотят на чем-то нажиться, что-то сделать и, честно говоря, куда-то свалить. Это что, вот такое проявление той системы управления, которая у нас есть? То есть это вот как бы так будет всегда, наверное? Или что-то вообще... Я думаю, самое опасное, что, конечно, и в обществе это есть, присутствует. Самое опасное то, что во главе страны, народа и государства, ну, как бы становятся люди с потребительскими инстинктами. Потребители, по большому счету. Как избежать этого, чтобы вообще вот, как бы все-таки другие начала были, наверное? Как избежать? Должно быть какое-то духовное начало. Должна быть идеология. А какая идеология у нас?
Ну, то есть президент отображение там, общественных настроений. Почему Владислав, в принципе, успешно накануне войны и провел войну? Потому что, первое, он не был коррумпирован. Второе, была идея, даже первое это была идея, конечно, идея национальной государственности, к которой стремились все. И объединил нацию вокруг. Он объединил нацию, он был одним. Кто выступал против? Те же, кто сегодня, по сути дела, выступают, либо поддерживают. Вы природу или конкретных людей даже имеете? Ну, конечно, все, ничего ж не изменилось, по большому счету. Он потом после войны вынужден был считаться с некоторыми людьми, они там как бы остались, там, учитывая разные обстоятельства. Но сейчас, на самом деле, очень приземленная и политика, и политики, и смотреть только на какой-то бюджет, еще на какие-то вопросы, откуда что там придет. А как выбирать президента помощь? Тогда? Как выбирать власть вообще нам? Какие критерии? А критерий, самый главный критерий, я считаю, человек должен быть, для меня, например, показатель, он должен быть идеологически подготовлен, прежде всего, если он глава государства. Как политик он должен быть грамотным человеком, ориентироваться в обстановке, в ситуации. И он должен быть в духовном плане, конечно, чистым человеком. Хотя это очень сложно для политики, очень сложно. Ну вот для меня, например, показатель. Вот сегодня выдвинулись все, очень много. Кто-то даже написал, в бой идут одни генералы. Да? Но среди них один политик. Других политиков я, в общем-то, не вижу. Со стажем или вы природу имеете в виду? Я имею в виду и со стажем, и по природе своей. Ну, конечно, идеальных, наверное, людей нет, но для меня, например, показатель человек, который занимал определенную позицию. Я говорил, что паспортизация – это лакмусовая бумага, то есть он стоял на как бы стороне интересов безопасности страны, проявил себя в этом плане очень хорошо. И я считаю, что в этом отношении только один, пожалуй, на мой взгляд, Хаджиба, который может на что-то претендовать. Ну, все-таки паспортную тему мы уже практически как бы все-таки разрешили. А вообще на будущее какие критерии должны быть? И вообще я вижу, с каждым разом наша политика, она все время вот это поле, где мы где-то черпали людей, находили их, оно как-то мельчает. Вообще, какие критерии должны быть в политике, чтобы и люди там, какие-то фильтры все-таки должны быть, наверное, может быть, я не знаю, как бы мне сложно сказать, потому что я вижу, собственно говоря, у нас очень большой наплыв людей, которые, может быть, для них как бы совершенно как бы, другие ценности, нежели там действительно реально там построить современное государство, там сделать народ действительно более свободным, более достаточным и так далее. Да. Знаете, вот такое чувство, вы правы, что многие наши люди не относятся к своему государству как к своему государству. Вот это очень большая проблема. Причем, я бы сказал даже, что это больше, может быть, люди старшего поколения. Ну, так как-то вот, между прочим. И в этом плане должны прийти молодые люди. Там есть очень много талантливых, хороших людей. Но я не имею в виду тех ребят, есть, знаете, которые работают, куда-то там пробрались. И это такие карьеристы, которые будут гораздо хуже, чем те, кто у власти сегодня. Вообще нужна какая-то, наверное, школа, может быть, публичная. Не только школа, ведь элементарные вещи. Нужно учет вести, кто где учится, получил какое образование. В Москве, в России огромное количество людей не возвращаются, им некуда возвращаться просто. Совершенно верно, потому что нет условий. Прежде всего об этом должна подумать, вот новая власть, которая придет, должна думать об этом. А вот то, что вы говорите, вот, к сожалению, падение там всяких нравов в этом плане, но это, очевидно, общая болезнь. Общая болезнь. И там это происходит, но уже как-то вот, ну, где там, я имею в виду, и в России, в мире в целом, понимаете? Я вот обратил внимание, Абхазия часть мира. Станислав Зосимович, я обратил внимание, что вот после того, как вот у нас вот эти майские события произошли, все-таки вот такое чувство, вот для меня это был такой некий застой все-таки. Некий застой, где
инициатив даже и не предлагали, потому что там рубились. Ну, не нужно нам ничего менять в этой жизни. Было так, и так у нас все хорошо было. Но вот это не мое такое ощущение было, потому что я смотрел уже, вот когда все это произошло, и сразу стали всплывать молодые люди, которые там где-то они свои программы там собирались, там свои группы, там какие-то программы по реформированию там политической системы. Сейчас вот я вижу несколько групп людей, которые создавали по экономическим преобразованиям программу. То есть очень много людей, которых я вообще не видел. То есть в этой политической административной вертикали их абсолютно не наблюдалось. Задавлено. То есть и я думаю, не то, что они не хотели, ну просто их как бы на дух эта система, может, не переносила. Может быть, нам действительно, для нас очень важно все-таки вот переломать эту систему, где совершенно другие ценности, и может быть и общество совершенно не совсем такое, как эта сама система. Просто если бы была бы сама система такой же, общество было такое же, как система, я думаю, не произошли бы, наверное, майские события. Люди все-таки, мне кажется, у граждан нечто иное все-таки в голове. Все-таки они более, наверное, в этом плане гражданская позиция, она все-таки работает. Мы видим это. Вот самое страшное то, что произошло в мае, почему все это и случилось, потому что народ понял и воспринял это все как издевательство над ним. Это на самом деле выглядело как издевательство. Сколько было, скажем, постановлений единогласных парламента, абсолютно ни один вопрос не решался. После этого делались какие-то заявления, я имею в виду главой государства. Потом людей сколько держали в этот день. Говорили вот сейчас, вот то, и чем все это закончилось. Конечно, среди молодых есть очень много интересных людей. Если мы их не откроем, они сами, в принципе, раскроются как цветок. Это и происходит сегодня. И нужна смена поколений, смена власти. Никуда мы от этого не уйдем. Нужны другие, конечно, люди. Посмотрите, сколько у нас вот средний возраст, если брать, наверное, 50-60 лет. Если мы там молодыми называем тех, кто сегодня идут кандидатами в президенты, правильно, хотя с 35 лет. Ну, допустим, юристы недавно, да, молодые, вот все говорят, представили прекрасный проект. Ну, во всяком случае, есть что обсуждать. Собрались, работали почти год. С Олегом Нестеровичем Доменя, Алхаст Хагушев. Вот, там я могу даже назвать этих людей, насколько я знаю. Олег Папаскири, фамилия. Эсма Курсая, там, Курсая. Акама Джинджал, да. Потом Саида Гули. Да. Там много их. Лаура. Да, ну почему, а если по большому счету взять, почему они должны быть вот где-то, ну, за бортом? По сути дела, они за бортом. И там еще чинят препятствия, допустим, определенные. Это мы брали только юристов. А можно взять и других людей. Причем и других национальностей очень много. Вот где наш источник. Но у нас национального диалога не было. И в духовном плане они гораздо чище. Вот я, например, был удивлен, когда вот этот мой молодой сотрудник, он себя так повел. Я был просто этому удивлен. Я думал, что уже нет таких людей. Вообще среди абхазцев, наверное, не осталось, тем более молодых. Просто это был его такой мужской шаг, помимо всего прочего, и гражданская позиция. Вот. А люди сегодня, которые ничего этого не видели, все это время молчали, когда было сплошное беззаконие, они даже подыгрывали каким-то вопросам паспортизации граждан Грузии в Гальском районе. Сегодня они говорят о том, что якобы произошло что-то страшное. Вот это, понимаете, совершенно неясно, непонятно. Александр Васильевич, но это говорит о том, что нам не хватало площадок для диалога национальных. И на телевидении, и, может, еще круглые столы и так далее. Так далее. А как они иначе проявятся? Как вот эта селекция произойдет человеческих кадров, там, национальных кадров и так далее? Но все-таки у нас она такая советская, вот эта совковость, она все-таки у нас и в управленческой среде, и, может быть, в таком более-менее таком сознании оно присутствует. До сих пор присутствует. У нас же элита до сих пор вот сейчас начала сменяться, уходить, только советская начала уходить, хотя во многих республиках вот это давно это уже пересменка произошла. То есть мы как-то в этом плане очень сильно отстаем, и
Потому что мы консервативный народ вообще. Мы ж никогда не бежим впереди паровоза. Это защитная тоже реакция. У нас может что-то произойти, когда там в липу молния попадет и новые побеги пойдут. На это обратят внимание. Тогда денежный вопрос немножко отойдет в сторону, потому что абхазцы суеверны. Могут сказать, да, видимо, что-то такое происходит. А сегодня, к сожалению, обстановка очень тяжелая складывается внешне. И уповать мы не можем на то, что вот у нас здесь будет такой вот бардак, как был все эти годы, понимаете? Здесь нужно взять себя в руки. Потому что у нас очень наступают для нас тяжелые времена. Это не только внутренний, но и внешний. Я имею в виду прежде всего внешний. Внутренний фактор, он уйдет на задний план, как только появится внешний. А внешний он уже у порога. Они уже стучат у порога, но у нас пока этого, кажется, не слышат и не видят. Но я думаю, что придется пройти нам еще одну проверку временем, ближайшие 10-11 лет, с чего мы и начали с вами разговор. Цикл очередной, да? Да, очередной цикл. И сейчас этот цикл. Но народ должен пройти этот цикл сегодня. Они должны осознать, что либо мы потеряем государство, если они будут таким образом подходить с точки зрения, извините меня, доллара или там какой-то еще банкноты, или они будут смотреть в корень и будут помнить своих близких, своих родственников, которые погибли, а не тех родственников, которые приходят и говорят, пойди там вот за такого-то проголосуй. Пусть они вспомнят тех, кто погибли, а их очень много, этих людей. У нас как-то все это забыли. То есть это не только власти вы призываете, это каждому из нас. Я считаю, что в обществе это происходит. Если бы в обществе не было такого запроса, этого бы не было. Мы же все помним, какой подъем был перед войной, правильно? Какой подъем вообще был в народе? И что происходит сегодня? Какое-то разложение. Люди куда-то запросто едут там на всякие... Сейчас я много могу говорить о том, куда выезжали и как выезжали. И время проводили, ехали в Грузию. Ведь это же совершенно очевидно. Но там ничего не изменилось. В Грузии ничего не изменилось. Я сейчас рассказывал Иналу на днях, что читал одного блогера грузина, он прямо пишет, что изменилось, что вы делаете вид, что вы любите абхазцев, осетин, армян, азербайджанцев. Словесный фашизм остался. Вот что пишет блогер грузинский. Открыто пишет. Мы же видим, что произошло сейчас с армянской церковью, там нападение в Тбилиси, избили священников, пришли там толпой и так далее. То есть очень много проблем. А у нас союзник, естественно, это Россия. С Россией мы должны находить общий язык. Вот. Наверное, будут какие-то сложности. Но в силу того, что сейчас происходит на фоне украинских событий, будет осложняться положение и в Азии, в Черноморско-Каспийском регионе. Вот. И потом мы должны быть во всеоружии. И, естественно, должен быть нормальный лидер. В стране должен быть нормальный лидер. С качествами нормальными, человеческими, порядочным человеком, как я считаю, чтобы у него идея была на первом плане, а все остальное как бы было потом. Хотя все остальное тоже нужно. Так же, как нужен, наверное, и сильный премьер-министр, и определенное перераспределение полномочий, наверное, нужно. Но вместе с тем, чтобы мы не получили в итоге какого-то двоевластия, чтобы президент все же обладал прерогативой внутренней, внешней политики. Что касается, допустим, экономики, эти вопросы бюджета, может премьер-министр, бюджет, парламент. Надо перераспределить это. Уже вопрос о том, какая форма будет республиканского управления, это смешанная форма будет или... Поэтапная или там... Да, то есть это вопрос, конечно, серьезный. Надо обсуждать. И вот те молодые люди, о которых мы говорили, они сделали такой шаг, они представили, хотя власть должна была бы давно уже как бы представить подобные проекты. Но, насколько мне известно, там готовились совершенно другие вещи. Еще более выстраивалась вертикаль, понимаете, этой власти, авторитарной власти. Да. Вообще непонятно, на что надеялись эти люди, о чем они думали, понимаете? Вообще, вот у нас традиционно вот президентская власть, она такая очень авторитарная, но при этом вы, как историк, должны понимать, авторитаризм, он держится на каких-то штыках, на каком-то репрессивном аппарате. Это невозможно. Да, невозможно. Так
почему мы должны все время упирать на вот этот авторитаризм? У нас институт президентства, он всегда порождает некий авторитаризм, но и в итоге дело заканчивается вот такими казусами у нас. Ну, потому что если человек недостаточно подготовленный и в духовном плане оказывается на вершине, на верхушке пирамиды, у него начинается головокружение. Вот, понимаете? Нехватка кислорода. Это когда ему кажется, что все пройдет. Вот я еще раз хочу сказать, эти события были спровоцированы. Спровоцированы одним человеком. Причем он многократно предупрежден. Но вот он почему-то считал, что он не должен уступать. Если бы он решил хотя бы 1 или 2 пункта, я вас уверяю, ничего бы абсолютно не было. Но он добился этого. Может быть, не очень такая аналогия, но с восстанием 1866 года примерно то же самое. Почему абхазцы восстали? Потому что это было издевательство. Издевательство, да. Еще на солнцепеке простоять там 3, 4 или 5 часов, и когда стоит народ, и человек говорит, сейчас через 10 минут, 20 минут, 15 минут он что-то решит, выйдет, и ничего не происходит, а потом вдруг оказывается на военной базе, конечно, это производит такое впечатление. Режиссер говорит, что у нас да, уже мы будем заканчивать да. Уже. Но я, знаете, о чем еще? Вот... Если бы я Шалакоба был здесь, он бы сказал, наши часы показывают разное время. Да, до утра будем. Станислав Алексеевич, мы, знаете как, вот, может, в конце очень, это трудно, это большой емкий вопрос, не коротко, но хотя бы как-то заявить направление. Вот что такое абхазский проект? Мы всегда догоняем события. Может, есть смысл какую-то вот цель и какое-то направление к этой цели нам определить? Я спрашиваю это у вас не только, вот, как я вот вначале сказал, что вы и ученый, и писатель, и общественный деятель, вы еще и носитель достаточно знаковой фамилии в Абхазии. Поэтому вдвойне интересно будет вот услышать, какой вы видите абхазский проект вот в будущем, вот в этом быстро изменяющемся, полными на опасности и возможностям мире. Вот какое место должна Абхазия занимать, если очень коротко? Абхазский проект, в принципе, он известен. Это независимое государство, тесный союз с Россией и открытость для всего мира. Мы можем поддерживать отношения не только со странами, там, скажем, Запада, но и с другими странами. Вполне можно поддерживать отношения. Вот. Я могу сказать, даже вспомнить Китай, например. Ведь еще не так, в общем-то, давно, но если брать где-то VI век, это не столь исторический такой период отдаленный, в VI веке, например, мы были в центре каких-то событий очень серьезных. Вот шелковый путь проходил здесь, если даже в Цибельде была обнаружена бусина с иероглифом «Бень», император. То есть один из шелковых путей проходил здесь. И на шелковой нитке купец нес эту самую свою бусину с иероглифом императора. Неизвестно, что с ним случилось, почему он не дошел. Это другой вопрос. Потерял просто. Это другой вопрос. Но если персы, например, со слонами в VI веке проводили зиму в Кадорском ущелье, наверное, это о чем-то говорит. Вот Кадорское ущелье, какие-то обстоятельства, они постоянно повторяются, не только Кадорское ущелье. Тогда тоже были мировая война была, византийско-персидские войны. Кстати, на территории Абхазии с боевыми слонами пришли, извините меня. Ну, я думаю, сейчас тоже непростой период, но абхазцы выйдут из этого положения, я нисколько в этом не сомневаюсь. Выйдут в силу того, что они... Я как-то сказал, что дело в том, выступая в Лондоне во время войны в 1993 году, что-то задали вопрос, что у вас мало, мне задали вопрос с Вороновым, мы были на конференции по Северному Кавказу и по Абхазии. Но я ответил, когда сказали мало, думаю, что надо отшутиться. Я сказал, нас настолько мало, что и убить сразу трудно. Пошел хохот в зале, я помню, по этому поводу. И вот так мы тогда выкрутились. И думаю, что мы можем найти язык со многими странами, найти, в общем, какие-то точки соприкосновения. Ведь везде, понимаете, что-то происходит. И в Турции происходит что-то. А мы миру нужны вообще? Вот, что мы можем дать миру? Можно вспомнить наших великих, там, Искандера, там, Хиблу. То есть мы многих дали деятелей. А что мы миру вообще еще можем дать? Вот так? Зачем мы миру вообще можем миру дать, прежде всего, и наши ресурсы какие-то. Причем я не имею в виду
виду нефть, я имею в виду воду прежде всего. Потому что Абхазия одна из богатейших по своим запасам. С нами воды. трудно договариваться, я поэтому говорю, может нам легче от нас избавиться, скажут они, мы сами воду возьмем. Я не имею в виду, что только речь идет об этом. Здесь очень много может миру дать по Абхазии. Почему? Может дать экологическую продукцию прекрасную. Абхазия может развивать наукоемкие какие-то вещи. У нас прекрасные порты, глубоководные, Адзюбжинский порт и другие. Почему? Абхазия очень много может. Перевальные пути. Не, я не сомневаюсь в ценности нас для мира, я имею в виду ценности экономической. Я имею в виду, может быть, а как закрепить за нами это, кроме исторических там... Никто за тебя, Ибрагим, Нет, ничего не закрепит. Я это понимаю, но мы должны должны очень ясно понимать, что мы миру очень маленькая величина, чтобы с нами считались, если мы будем разрознены, если мы будем не думать наперед, если мы не будем просто исторически думать и нравственно думать. Но я думаю, что прежде всего Абхазия такая страна, которая очень интересна в том плане, что на Кавказе другой такой страны нет. Скажем, на Северном Кавказе нет подобного. У нас морское побережье, мы открыты всегда были контактом. Вот. И в этом отношении думаю, что Абхазия будет все же интересной, конечно, потому что бывает какую-то мозаику ты собираешь, не хватает какого-то камушка. Вот я думаю, что Абхазия будет такими абхазцы, таким камешком. Но прежде всего я хотел бы сказать, что и язык, один язык, ведь это все же уникальный язык, самый сложный язык в мире. Это же не просто так, в общем-то, все так сложилось. Наверное, можно очень много на эту тему рассуждать и говорить. Я не знаю, как будет. И очень сложно, конечно, говорить о будущем. Но я думаю, что если мы внутри нормально разберемся и сейчас пройдем этот этап, и не будут нам все время говорить, что 27 мая там что, с какой целью это говорить? Зачем керосинить? Зачем подливать керосин и бензин в этот огонь сейчас? Вообще эти люди думают, о чем они говорят? Еще раз хочу сказать, где они были раньше? Почему они не возмущались, когда происходили, в общем-то, другие события, когда волюнтаристски вел себя президент, когда он никого вообще не слушал, принимал какие-то непонятные решения. В конце концов, он отставку подписал, и это может быть самый мудрый его шаг в этой ситуации. Я думаю, что надо идти дальше. Да. Написал же недавно Ахрабжане. Но если вы считаете так, тогда зачем вы выдвинулись вообще кандидатами в президенты? Но это ведь на самом деле это истина. Вообще, мне кажется, я хотел бы добавить об абхазском проекте. Наша внутренняя, наверное, единственное, что я хочу, мы все время, мне кажется, наши кризисы происходят от того, что мы в какие-то периоды начинаем отставать от времени, быть современными. И мне кажется, это отсутствие пульса времени приводит к кризису. И мне кажется, это одна из проблем, реальных проблем, которая и является продуктом этого кризиса, который произошел. И, наверное, нам нужно все-таки всегда чувствовать время, в котором мы живем. Поблагодарим, наверное. Да. Может быть, абхазцы потому и всегда запаздывают в этом плане. Хотят посмотреть, как там другие. Когда у тех начинается кризис, тогда абхазцы вдруг возникают, понимаешь? Все, время наше истекает, и я благодарю вас. Спасибо огромное. Спасибо вам большое. Разговор был очень интересный, содержательный. Надеюсь, мы еще здесь и Валерий Кураско, который прячется там. Да, он там, Валерий. Он в режиссерском центре, поэтому мы передадим. До свидания, счастливо.